По этому номеру телефона на Telegram присылайте свои работы. Конкурс, инициированный Комитетом по делам молодежи Ингушетии в объективе, это возможность проявить свои таланты в качестве сценариста, режиссера, продюсера или креатора. Культура, традиции или история. Видеоработы должны раскрывать одну из тем. Конкурс стартовал 27 мая. С этого дня уже поступило более 10 заявок на участие. В основном рассказывают именно традиции, потому что мы, как поняли, она самая востребованная, это одно из самых востребованных направлений, и людям это интересно, они хотят рассказать о традициях, которые потеряли свою актуальность в настоящее время, как-то затрагивая эти фундаменты нашей исторической идентичности. В любом случае традиции, они играют важную роль. Раскрыть уникальный природный, исторический и этнический потенциал региона. После приема заявок все работы будут выставлены в социальных сетях для голосования. Работы принимаются любого формата, вертикальные, горизонтальные, без разницы. Главное, чтобы видео было до 2 минут, чтобы они могли рассказать интересные или какие-нибудь познавательные факты о Республике Ингушетия, там либо традиции, либо культура, опять же история. И как-нибудь интересно все это преподнести в формате медиа-проектов. Победители конкурса смогут отправиться на фестиваль социального медиа-контента «Параллели», который пройдет в Ростове-на-Дону 10-16 августа. Мы решили таким образом выбрать тех 3 счастливчиков, которым мы оплатим проезд до места проведения форума. Это один из самых крупных форумов на территории России. Там соберутся крупные блогеры, представители средств массовой информации. Им будут вещать о различных аспектах журналистской деятельности, ведению социальных сетей, блогинга и вообще расширении наших отечественных платформ Телеграма, ВК и Одноклассники. Для участия в конкурсе нужно отправить свои работы на номер телефона или напрямую координатору конкурса в Телеграм. Прием заявок продлится до 3 июня. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, МАГАЗ-24. В Республиканском детском кванториуме прошел чемпионат по пилотированию среди школьников Ингушетии. Участникам было необходимо преодолеть трассу максимально качественно, быстро, продемонстрировав мастерство управления дронами. Зарема Евлоева наблюдала за этим. Перед началом гонок наставник объявляет правила соревнований. Участники должны будут преодолеть трассу по карте и сделать это максимально быстро. Большое внимание организаторы уделили технике безопасности. Дрон начинает наматываться на какую-то стойку или ворота, сразу отпускаем аппаратуру, врубаем моторы. Пусть он падает, разбивается, пусть с ним происходит все, что угодно. Главное – это ваша безопасность и безопасность тех, кто находится рядом. А дальше ребята отправляются на площадку проведения чемпионата. Участие в соревнованиях сегодня примут школьники Магаса, Малгобека, Назрани, Троицкого, Кантышева и Екажева. Никакого волшебства, только знания и наука. Пилоты будущего управляют своими машинами на расстоянии. Они научились не только собирать гоночные дроны, но и хорошо чувствовать своего робота. Это направление можно назвать самым популярным среди ребят по всему миру. Я занимаюсь аэро уже примерно год будет. И за это время я научился столькому. Научился и пилотировать дронами, и собирать дроны. Понял, как работают электросхемы, как течет ток. В нашей команде пилот будет управлять дроном, а я буду помогать. Развитие беспилотных авиасистем – одно из приоритетных направлений для нашей страны. Поэтому очень важно поддерживать молодежь, которая делает первые шаги в этой перспективной сфере. Это в первую очередь драйв, потому что детям без этого никак. Как бы и кто бы что ни говорил, в любом случае, чтобы заинтересовать детей, это должно быть что-то активное, что-то такое, чтобы они смотрели вот с горящими глазами на это. И вот именно этот спорт, аэрогонки, это вот самый заряжающий из всех, что имеются у нас. Юные пилоты продемонстрировали мастерство пилотирования и показали командный дух. Эти ребята собирают не только дроны, но и машины. Так что в будущем организаторы планируют провести автогонки. Я со своим братом были в одной команде, он рулил, я был помощником. У нас время минуты 40, идеально прилетели, но, как по-моему, флажок, он слишком сильно его облетел, из-за этого времени было много. Так на точку мы приземлились идеально.
Победителем чемпионата по пилотированию стала команда братьев Тангиевых «Марк Тим» средней школы номер 7 из Икажева. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.